Богоявленский храм села Ляли Княжпогосского района в выходные стал местом притяжения не только для местных жителей. Возле старинной церкви собрались гости из соседних районов и байкеры. Сюда они приехали на субботник. За день активисты освободили от мусора второй этаж храма, привели в порядок территорию. Как справлялись с работой суровые коми-мужчины, расскажет Елена Кононова. В эти выходные территория Богоявленской церкви села Ляли напоминала сход байкеров. Столько мотоциклов одновременно здесь, пожалуй, еще ни разу не видели. Впрочем, крепко сложенные мужчины в кожаных куртках и банданах сюда приехали не для того, чтобы полихачить по сельским дорогам. Суровые представители мотоклуба «Зыряне» решили помочь отцу Владимиру, настоятелю храма, освободить помещение от мусора. Сюда нас дорога привела, мы увидели в интернете, ВКонтакте, что отец Владимир объявляет субботник по восстановлению храма. И мы мимо этого пройти не смогли, поэтому мы дали клич. Вот нас собралось около 15 человек, приехали тоже внести свою лепту в восстановление храма. Убирали обгоревшие балки, выбрасывали обвалившуюся кирпичную кладку, поднимали наверх доски для мастеров, которые кроют крышу и делают новый купол. Убрали мусор со второго этажа, поскидывали, попилили деревья, упавшие доски, в общем, прибрали территорию. Слава Богу, все хорошо. Надеюсь, что такой этап уже в дальнейшем уже будет более значительный этап. Но это как подготовительный этап, тоже без него нельзя обойтись. Этот старинный храм, как, впрочем, все церкви в Коме, с богатой историей. Ему более 100 лет. Когда-то при нем были 2 часовни, сегодня их уже нет. По местным легендам, в одной из них в 1939-м ночевал будущий маршал Великой Победы Рокоссовский. Репрессированный шел с этапом в Княжпогост. Но сегодня никто не может сказать, было ли это правдой. Местные жители все больше вспоминают, какой величественной и красивой в свое время была церковь, которая сегодня в разрушенном состоянии. Очень красиво было раньше-то, мы даже заходили, иногда даже приезжали к нам, батюшка приезжал. Было у нас на первом этаже даже служба шла, мы ходили на службу, вот. Было красиво. Несколько лет назад отец Владимир взялся восстанавливать храм. В 2020 году отремонтировали большую часть провалившейся кровли. Средства собрали прихожане. Я ездила по 2 заброшенным деревням, заезжала в Старую Отлу, и там старинный храм 18 века, 19 века. И за ним следят сами жители этой деревни, где очень мало местного населения, наверное, 7,8 всего. Именно они сами следят. А есть другие деревни, где тоже стоят часовни какие-то старинные, такой же старины, но они умершие. И когда мы спрашиваем жителей, почему ничего не восстанавливаете, да, кто же будет это делать? Волонтеры привели в порядок и прихрамовую территорию. Убрали прошлогоднюю траву возле обелиска, павшим в годы Великой Отечественной войны. Местные жители для работников организовали горячее питание. Для активистов национальное блюдо приготовил и студент СГУ из Индии. Правда, сам он приехать не смог. Зато в субботнике участвовал его приятель, египтянин Марко Эйса, тоже христианин. Его с детства учили, что православную веру важно возрождать везде, где бы ты ни был. Елена Кононова, Владимир Кривцун, Борис Фомичев, телеканал Юрган, Княжпогосский район.